связано с огнем. Спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в студии был руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Ксения Рахматуллина. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире. Каждое событие имеет причины и последствия. У каждого преступления есть имя и фамилия. Неожиданных катастроф не существует. Детали иногда важнее события, а громкие заявления не стоит воспринимать буквально. Есть дешевые ценности, есть просроченные новости, а самое важное, иногда никто не замечает. И наша с вами задача проста: понять, что, собственно, происходит с точки зрения нормального человека. В воскресенье в 11 вечера на РЕН-ТВ. Сотни стран, тысячи дорог, миллионы людей. Мы пройдем маршруты, которых нет ни на одной карте. И покажем вам, что скрывают потаенные уголки планеты. Смотрите, куда могут завести любопытство и жажда приключений. Невероятно интересные истории со всего света. По будням в 14:00 на РЕН-ТВ. Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством новостей. Каждый инцидент обрастает подробностями. Сюжеты получают развитие. Мы подведем информационные итоги дня и расскажем о событиях, которые уже завтра изменят вашу жизнь. Итоговый выпуск новостей с Петром Марченко на РЕН-ТВ. Ну что же, время подводить информационные итоги дня на канале РЕН-ТВ. Добрый вечер, я Петр Марченко. Все, что случилось сегодня, о чем, возможно, буду говорить завтра, прямо сейчас. Месть за мужество. Кто и зачем убил в Татарстане предпринимателя, который 2 года назад с оружием в руках защитил семью и дом от бандитов? Страшнее вируса, ради чего хакеры лишили шанса на спасение сотни онкобольных, взломав базу данных клиники. Мал, меньше. Какие новые послабления уже вскоре может получить российский малый бизнес? И действительно ли